один из тех, кто к моему стыду организовывал Курултай с Меджлисом, который не оправдал наши надежды. И дальше в Тибере по поводу трагедии Улус-Ала и остального. Немцы сожгли 127 сел по одним данным. В 60-е годы татарофоб Надинский выпустил книгу, в которой 4-томник, который писал о том, что 132 деревни было сожжено. Это в горной, предгорной части Крыма. В основном эти деревни, одна была чисто болгарская, другая была чисто греческая. Это были крымско-татарские деревни. Но после того, как нас выгнали из Крыма, в связи с трагедией, со всем этим начали муссировать, что крымские татары предатели. И вот я, когда говорят про вообще, вот я сосед, я вместе рос, рядом общался с Яхпага, Сулеймановым, Ибраим-ага Кадыровым, уроженцами Улус-Ала, прошедшими войну. Отец тоже прошел 2 войны. Так вот, я, когда вот говорим, задаюсь вопросом, почему мы не говорим об этих людях? Это ж трагедия. Те, кто кровь проливал, те, кто отдавал жизнь на фронтах войны за советскую власть, за Родину. Я спрашивал у отца. Тут говорю, о чем думал, когда поднимались, бежали в атаку? Говорит, «Хоемаз угунде, хорандамаз догмашлак». И когда сегодня говорят, что они были так, вот 2 режима были, они защищали Родину, Крым, защищали свои семьи. Деревня вот до сих пор молчат, не говорят. Ведь Улус-Ала — это крымская Хатынь, которую сожгли те, с кем сотрудничают наши товарищи из Меджлиса. И вот эта деревня, трагедия для всех нас. И надо это все помнить, вот молодым, потому что наш народ оболгали с того времени и лгут до сегодняшнего дня. Кричат, что 20 тысяч крымских татар оказалось предателями, убежали из армии. Так вот, могу сказать, освободили Симферополь 11 и 12 числа, Кабулов и Серов дали рапорт, что 20 тысяч крымских татар через неделю сотрудничали с гитлеровцами. Где это? Недавно в публикации газета 2000 написала, 35 тысяч крымских татар воевало в советской армии, воевали мужественно. И вот этот Ибраим-ага, Яхпага, в День Победы собирались соседи, участники войны, выпивали и плакали, потому что они оказались выброшенными, они оказались униженными и оскорбленными. Я обращаюсь к тем, кто здесь сидит, молодые. Вы знаете, ребята, наш народ не хуже других воевал. И если откроете, вот у многих у вас есть компьютеры, откройте сайт «Подвиг народа в Великой Отечественной войне» Министерства обороны России. Откройте сайт «Мемориал». Нет меры восхищению нашими товарищами. И вот деревню Улус-Ала, деревню про Сангми, про других мы не будем говорить. Мы должны увековечить в книгах, вот пока память есть у нас, мы это помним, память о них, память об этих 127
или 132 деревнях и их жителях, потому что то, что написано пером, остается навечно, а то, что просто сказали, испаряется. Сау Оламес.